Добрый день, дорогие ребята! Давайте начнем наше путешествие в страну информатики. Начинаем наш урок. Уже почти год, как мы ушли на карантин. Как же мы учимся? Дистанционно или онлайн? Многие из вас ответят дистанционно, ведь мы не ходим в школу, а общаемся с учителями и друг с другом с помощью интернет-технологий. Другие скажут онлайн, ведь мы используем интернет для обучения. Интернет – это не только место для игр, развлечений и общения. Интернет может стать источником знаний. В интернете можно найти нужную информацию, посетить интересные занятия, выполнить упражнения для закрепления. И тогда ваше обучение повысит ваш уровень образования, а развить свой потенциал поможет упорство в достижении цели. И тогда вас ждет хорошая карьера. На этом пути вам потребуется компьютер, ноутбук или смартфон и современные информационные технологии. Вот так выглядят наши классы в школе, а учителя на связи с вами при помощи компьютеров и смартфонов. Для связи с ребятами учителя используют программы для видеоконференций Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangouts и другие. Чаще всего в нашей республике используются первые три платформы. Демонстрацию учитель проводит для учащихся, которые находятся дома. А это ученики, получающие знания с помощью своих устройств. При онлайн-обучении нет необходимости присутствовать на уроке. Вы можете самостоятельно, когда у вас будут силы и желание изучать материал, выполнять практические задания и, если необходимо, консультироваться. Получать знания мы можем не только дистанционно, когда учитель объясняет материал на уроке в указанное по расписанию время, но и онлайн, в удобное для себя время и в комфортном темпе. В этом случае вы не будете зависеть от группы учеников класса и будете работать самостоятельно. Как же обучаться самостоятельно? Онлайн-обучение – это вместо дистанционного обучения или нет? Онлайн-обучение – это дополнение к дистанционному обучению в школе. Давайте рассмотрим подробнее возможности онлайн-обучения. Тема сегодняшнего урока – сервисы онлайн-обучения. Сегодня на уроке вы узнаете, какие возможности предоставляет онлайн-обучение, какие сервисы можно использовать в помощь школьному образованию, какие сервисы можно использовать для развития собственных интересов. Вы получите рекомендации по использованию сервисов, вам будут предложены рекомендуемые ресурсы. Вначале представим вам сервис, с помощью которого можно играючи научиться программировать. Каждый ученик в каждой школе должен иметь возможность изучения информатики, девиз этого всемирного движения. А по этой ссылке вы начнете путешествие в страну программирования. Попробуйте свои силы в программировании. Я уверена, что многим из вас это понравится. В этой акции уже не первый год принимают участие учащиеся нашей республики. Это фото с одного из уроков, посвященных часу кода. По итогам прохождения часа кода ребятам вручаются сертификаты об участии в ней. Эти сертификаты могут пополнить ваше портфолио. Известные в мире IT-технологий люди предлагают вам, школьникам, принять участие в кодировании. Ведь в детском возрасте все новое воспринимается гораздо легче. Евгений Касперский, генеральный директор лаборатории Касперского,
Павел Бетсис, президент Microsoft в России. Михаил Лялин, генеральный директор лаборатории Zeptalab. Олег Илларионов, ведущий разработчик социальной сети ВКонтакте. Борис Нуралиев, директор фирмы 1С. Основатель Microsoft Билл Гейтс и учредитель Facebook Марк Цукерберг тоже объявили о своем участии в этой акции. Их путь к успеху начинался с азов программирования. Современные актеры Иван Охлобыстин, Юлия Ковальчук, Никита Ефремов призывают вас принимать участие в часе кода. Час кода – это урок, который может изменить всю жизнь, призывают они. Программировать ничуть не сложнее, чем писать. Самый богатый человек Земли Билл Гейтс, он сделал состояние именно на компьютерных программах. А самый молодой миллиардер на Земле Марк Цукерберг, основатель сети Facebook. Вы школьник? Учите компьютеры, изучайте языки программирования прямо сейчас. Ресурсов море сложные. Нужно понять, что действительно хочется делать, что увлекает. Можно учиться создавать продукты, думать о пользовательских интерфейсах, можно учиться рисовать, можно учиться анимировать. Все это дело нужно в IT. Можно самому осваивать программирование с помощью всяких дистанционных курсов. Есть платные, есть бесплатные. Тренироваться на олимпиадах. В школе в первую очередь нужно обратить внимание на информатику. Для нас кадры – это все. А в информационных технологиях это очень часто. Почему? Потому что вы нам нужнее, чем кому-либо. Выбирайте информатику как направление вашего развития, вашей профессии, а вы поменяете будущее, будете причастны к тому, как это все будет выглядеть через 20, 30, 50 лет. Если вы до сих пор не решили, чем заняться, что изучать углубленно, попробуйте IT. Вы точно будете с очень хорошей зарплатой и с прекрасным будущим. Без работы, я вам гарантирую, не останетесь. В Кыргызстане международный проект «Час кода» впервые был проведен в 2015 году. Все больше людей, в том числе известных, принимают участие в нем. Привет! Мы хотим обратить внимание на знание компьютерных языков. Мы живем среди компьютеров и гаджетов. Умение их программировать становится таким же базовым навыком, как умение писать и читать. В этом году наша страна присоединяется к самому масштабному образовательному мероприятию на нашей планете. Час кода! Час кода – возможность приобрести базовые навыки программирования. Любой из нас может написать код. Всего за час мы покажем, что программировать может каждый. Нужно лишь твое желание. Написать код – это сказать технике, что нужно сделать. Научимся это, будем вообще продвинутые пользователи. Это весело, интересно не только детям, но и взрослым. Я доберусь до этой хрюшки. Я думаю, в будущем мне это пригодится. Час кода. 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 Надо не только пользоваться программами и играми, но и научиться их создавать. Возможно, именно та программа, которую напишешь ты, поможет многим людям в нашей стране. И благодаря им мы сможем выполнять задачи быстрее и эффективнее. Уроков программирования в школе явно недостаточно. Это очень важный компонент современных знаний, который будет способствовать успешному развитию нашей страны. С 7 по 13 декабря в Кыргызстане будет проводиться свой час кода. Узнай, как принять участие. В часе кода на странице Facebook Hour of Code. Программирование – это значит сказать на языке устройства, что ему необходимо сделать. Вы сможете научиться управлять роботами и машинами, перекладывать на компьютер решения сложных задач, превращать идеи в виртуальную реальность, делиться идеями с миллионами других людей. Возможность общаться с машинами – наверное, самая похожая на суперсилу вещь, которой можно обучиться. И если у вас это получится, вы почувствуете радость от успеха и можете пойти дальше. Вы начнете учиться сами, чтобы достигать все больших высот. А будет ли этот путь увлекательным, зависит от вашего первого впечатления от часа кода. Час кода проводится ежегодно во время недели изучения информатики в первой декаде декабря. Но в ней можно принять участие в любое время в течение года. Неделя изучения информатики проводится ежегодно в честь дня рождения женщины, стоявшей у истоков компьютерного программирования, адмирала Грейс Мюррей Хоппер. Грейс Хоппер – это американская ученая и контр-адмирал младшего ранга флота США. Будучи первооткрывательницей в своей области,
Она была одной из первых, кто писал программы для гарвардского компьютера Марк-1. Она разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования, развила концепцию машинно-независимых языков программирования, что привело к созданию COBOL, одного из первых высокоуровневых языков программирования. Каждый школьник должен иметь возможность изучать информатику. Она помогает приобретать навыки решения задач, развивает логическое и творческое мышление. Начав изучать информатику с ранних лет, школьники заложат основу успешной карьеры в 21 веке в любой сфере деятельности. Цель акции «Час кода» не в том, чтобы за час любой участник стал экспертом. Одного часа достаточно только для того, чтобы понять, что информатика занимательна и дает простор для творчества, что ее можно изучать в любом возрасте, всем ученикам, независимо от предыдущего опыта. Как принять участие? Пройти по этой ссылке. Пролистав страницу вниз, вы попадете на «Час кода». Здесь вы можете выбрать, в какой программе попробовать свои силы. Давайте попробуем пройти программу «Холодное сердце». Выполним первое задание. Оно самое простое. Чтобы проверить правильность, нажмем кнопку «Выполнить». Выполним следующее задание. Каждое следующее задание немного сложнее предыдущего. И по мере усложнения заданий вам будут предлагаться новые блоки и команды. В 4-м задании это будет блок «Повторить». Такие блоки могут быть вложенными друг в друга. В 6-м задании мы как раз видим такую конструкцию, где один цикл вложен в другой. Выполнив таким образом все задания, нажмите «Я закончил свой час кода». Вы можете указать свое имя и фамилию и получить свой сертификат. При прохождении программы без входа в свой аккаунт система не сохранит историю ваших успехов. Если хотите их отслеживать, войдите в систему. Рассмотрим сервисы в помощь школьному образованию. Дети и наука. Главное – научить учиться системно и осознанно. Этот привлекательный сайт заставляет задуматься, чем можно заняться. Здесь все бесплатно. Меташкола. Здесь вам предлагаются бесплатные тесты, игры, конкурсы и вебинары. Все так или иначе связано со школьной программой.
можно зарабатывать дипломы. Решебник. Здесь можно найти готовые домашние задания для детей с 1 по 11 класс по 32 предметам. Скорее всего, столько дисциплин нет ни в одной школе. Следующий сайт посвящен тестированию и включает целый образовательный раздел, где можно проверить свои знания по разным школьным темам, будь то основные даты истории, или постановка ударений в русском или другом языке, или таблица умножения. На сайте нашел.ком имеются ссылки на словари, готовые домашние задания и учебники по всем предметам и для всех классов. Сервис «Знания» – это русская версия международного сайта с замечательной задумкой. Никто не знает всего, но все знают кое-что. Здесь можно задать вопрос по любому школьному предмету и получить ответ. Фоксфорд. Здесь тоже задания для подготовки к экзаменам и олимпиадам. И, конечно, по школьной программе с 3 по 11 класс. Все это можно проходить на общих началах или с репетитором. Есть пробные бесплатные занятия и интерактивный учебник. На этом ресурсе можно найти материалы для изучения по всем школьным предметам и даже больше. При помощи Я-класс можно быстро и эффективно подготовиться к контрольной работе или экзамену. По данным разработчиков проекта, при регулярных занятиях средний показатель повышения успеваемости составляет 15%. Здесь также представлены предметы школьного курса, за исключением кыргызского языка и литературы, так как этот источник из российского сегмента интернета. Рассмотрим сервисы по информатике. Дистанционная подготовка по информатике Informatics. Команда ведущих преподавателей школ и вузов создала сайт, где собрано все о языках и практике программирования. Это удобно, наглядно и бесплатно. Степик – еще один открытый портал, где есть не только сами курсы, но и конструктор для их создания. Из основных тем – языки, программирование, подготовка к экзаменам. Можно учиться на русском и на английском. Здесь вы видите предлагаемые для изучения курсы, которые можно выбрать из списка. Например, введение в робототехнику или компьютерную графику. Данный сервис Goodwill Community Foundation, фонд сообщества доброй воли, который находится в городе Ралли, США, на протяжении многих лет развивает сайт для изучения новых технологий. Сервис, созданный разработчиками нашей страны, Билим Булагы. Билим Булагы – это мультимедийный комплекс учебных материалов по математике, физике, химии, биологии, географии, истории, мировой и кыргызской литературе, английскому языку в пределах стандартов для 5-9 классов образовательных организаций Кыргызской Республики. Зайдите по этой ссылке. Наша жизнь наполнена ежедневными открытиями, которые мы порой даже не замечаем. Человечеству в этом всегда помогали знания. Меняется время, совершенствуются способы познания. Рождаются тысячи вопросов, на которые каждому из нас нужно найти свой ответ. Сколько звуковых дорожек может воспринять человек? Сколько нужно кирпичей, чтобы построить дом? Сколько нужно времени, чтобы познать свою историю? Сколько книг нужно прочесть, чтобы научиться мечтать? Сколько нужно знать цветов, чтобы изобразить красоту? Сколько нужно посадить деревьев, чтобы дышать чистым воздухом? Сколько нужно знать языков, чтобы познать мир? Сколько нужно знать звезд, чтобы найти свой путь? Добрым помощником в поисках ответов на эти и многие другие вопросы может стать для вас Билим Булагы. Познавай, твори вместе с Билим Булагы. В помощь всем учащимся на этом ресурсе собраны формулы по математике, геометрии, физике,
а также интерактивные справочники по этим и другим предметам. Пользуйтесь ими, если что-то забыли. Детская онлайн-школа «Пиксель». Это онлайн-школа программирования для детей и подростков. Онлайн-курсы рассчитаны на детей, дошколят и школьников, начиная с 5 лет. Здесь обучаются программированию на разных языках, разработке игр и анимации, созданию сайтов на современных платформах, веб-дизайну и 3D-проектированию. Также имеется канал с бесплатными уроками. Вот примеры видеоуроков. Смотрите, учитесь, это интересно. Еще несколько сервисов, с помощью которых вы можете научиться программированию. Udacity. Дистанционные курсы, которые включают в себя видеоуроки на английском языке. Каждая лекция включает в себя встроенный тест, чтобы помочь понять предлагаемые концепции и идеи. Код Академии – интерактивная онлайн-платформа, которая просто и доступно объясняет, что такое программирование. Learn to Code HTML and CSS – полное руководство для тех, кто только начал изучать HTML и CSS. HTML Dog – это сайт для тех, кто хочет научиться языку программирования. Weebit – видеоуроки, также обучающие языкам программирования. Treehouse – полный сервис онлайн-курсов, который позволяет очень быстро изучить программирование под Android, iOS или же освоить веб-разработку. Подходит как для новичков, так и для знатоков этого дела. The Code Player – ресурс с пошаговыми видеоруководствами, которые показывают, как создаются крутые вещи с нуля. Проект обучает HTML5, CSS3, JavaScript и другим языкам программирования. Конечно, это далеко не все известные сервисы. Попробовав что-то из предложенного, вы сможете оценить, подошли ли они вам, интересны ли. В дальнейшем вы сможете расширить свой поиск и изучать новые курсы на новых сервисах. Этот путь, возможно, станет длиной в жизнь, ведь учиться никогда не поздно. Возможно, вам понравится что-то из предложенного списка. Возможно, вы откроете для себя что-то новое, интересное только для вас. На этом пути могут быть перерывы и остановки. Все зависит от вас. Сегодня на уроке вы узнали, какие возможности может предоставить онлайн-обучение, какие сервисы могут помочь школьному образованию, какие сервисы можно использовать для развития собственных интересов. Вы также получили рекомендации по использованию разных сервисов и узнали о рекомендуемых ресурсах. Домашнее задание. Пройдите час кода с Minecraft на сайте code.org. До свидания, ребята. На этом наш урок окончен. До новых встреч.